Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о попытке угона Нивы и мужчине в крови рядом с алкомаркетом. Его вроде даже порезали. Покажем последствия семейного конфликта в общежитии на улице Зорьги. В тот раз сына взял, швырнул об дверь. И ножевое ранение сожителя 34-летней женщины. Сдалась. Руки выпускал. А также раскрытие убийства 26-летнего мужчины в Челнах. После этого он отрезал у него палец и похитил мобильный телефон. Это и не только. Прямо сейчас. Автоинспекторы просят откликнуться возможных очевидцев наезда на 9-летнюю девочку сегодня днем на улице Фучика. Сбившая ее «Газель», не останавливаясь, скрылась с места происшествия. 18 апреля 2022 года примерно в 11 часов 40 минут напротив дома 90 по улице Фучика произошел наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу в сопровождении матери. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения. Водитель автомобиля в нарушении пункта 2.5 правил дорожного движения Российской Федерации скрылся с места происшествия. Должностными лицами проводятся разыскные мероприятия. Возможных очевидцев просим откликнуться по указанным телефонам. Владелец Нивы не обнаружил свой автомобиль на том месте, где его припарковал. А когда все же нашел машину в своем же дворе на улице Зорьги, но в другом месте, то увидел, что капот автомобиля приоткрыт, блок предохранителей сломан, провода вырваны, а магнитолы и радар-детектор пропали. Он тут же вызвал полицию и сообщил о краже и попытке угона. Сообщение о ножевом ранении мужчины рядом с одним из алкомаркетов на улице Восстания поступило в полицию минувшим вечером. Потерпевший лежал в крови под навесом с торца здания. Сотрудникам магазина о нем сообщили покупатели. Продавцы, просмотрев на мужчину, узнали в нем недавнего посетителя. Он со своим знакомым покупали стаканчики. Мужик в крови валяется. Потом вышли, вызвались. Об окровавленном мужчине у входа продавцам алкомаркета сообщили покупатели. У потерпевшего было в крови лицо, руки, и он держался за живот. Все это вместе с лужей крови на полу навело на мысли о ножевом ранении. Его вроде даже порезали. А сам он ничего не говорил? Да он не в состоянии, уже пьян. Продавцы вспомнили, этот мужчина в компании приятелей недавно к ним заходил, но спиртное они не брали. Видимо, оно у них уже было. Стаканчики и липы маленькие зеленые. Врачи осмотрели потерпевшего, но ножевого ранения не нашли. С травмами лица и подозрением на сотрясение головного мозга мужчину доставили в больницу. Получил ли эти травмы он сам при падении или все же мужчину избили, сейчас выясняют сотрудники полиции. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Сильно нетрезвый сел за руль и пытался уехать, бил жену, когда не дала тронуться с места, дрался с участковым, который пришел разбираться в семейном конфликте, и был задержан. Бессонной выдалась ночь для жителя одного из общежитий на улице Зорьги. Остаток ночи, надеется женщина, она с детьми проведет спокойно и смогут немного поспать. Рассказывает, до полиции доходит часто. Стражи порядка вызывает старший сын, ему 9 лет, когда отец распускает руки и бьет мать. Бывает, достается и детям. В тот раз сына взял, швырнул об дверь старшего. Он лезет уже, защитить хочет уже, с детства уже. Этот конфликт разгорелся опять же после употребления спиртного. Мужчина с двоюродным братом подрабатывают, делая ремонт. Работали в том числе и в этом самом общежитии. Заодно помогли соседям поставить дверь. Там и началось застолье. Целый день самогон пили сегодня на втором этаже. Дверь устанавливали там кому-то. После возлияния мужчине захотелось покататься. Женщина рассказывает, что для него это не впервой. Стал требовать у нее ключи от машины. В то, что у нее их нет, не верил. Когда нашел, уже было отправился в путь, но супруга преградила дорогу. Машину завел, я взяла камень. Я говорю, никуда не поедешь. Ладно, сам сдохнешь, кому-нибудь вот так заедешь и угробишь. Вот много уже таких. Камнем женщина снесла зеркало, но смогла остановить супруга. Свою злость мужчина выместил на участковом, который прибыл по вызову. Драку с полицией он устроил в подъезде. Полезу, начал уже лезть полицейский. Такое поведение супруга, рассказывает женщина, терпит почти все 11 лет, что они женаты. Пойти ей просто некуда. Сейчас в декретном. Младшему ребенку 2 года. Денег уже не получает, а очередь в детсад не подошла. От мужа зависит целиком и полностью. Он месяцами уходит, детей-то кормить надо, а мне не с чем кормить. Месяц уходит, а он знает, что я от него завишу.
Без копейки, без ничего. А вот попробуй так, вот так. Вот так уходит на месяц, нет памперсов, нет, как жить? Все в ломбарде, или телефон, или золото. Женщина боится, что сейчас он опять пропадет, оставив их без средств к существованию. И выхода из ситуации, в которой оказалась, она не видит. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Другая семейная ссора в общежитии на улице Октябрьская закончилась ножевым ранением мужчины и задержанием его сожительницы. Женщина рассказала, что устала терпеть его пьянки и измены. Скорую помощь и полицию вызвала их соседка, которая услышала крики из комнаты напротив и просила полицейских забрать женщину, при этом ухаживая за раненым мужчиной. За такого человека пофиг отсидеть даже. Ну, уже просто все, хватило терпения. Не убивать, не ранить сожителя, рассказывает женщина, она не хотела. Просто сдали нервы, устала от постоянных пьянок, оскорблений и рукоприкладства. А сколько можно? Это я уже все, я уже постоянно здесь сюда прихожу, я постоянно либо избитый, либо что-то. Я уже терпеть не могу. Я ему сказала, давай все, расходимся. В пятницу он мне нос расквасил. Я пыталась до соседей достучаться, чтобы меня защитили. Он сам себе полицию вызвал, да еще их поторопился. Они приехали, увидели результаты. Я после работы приехала, а он здесь был, он бухал. Они увидели результат, его забрали. Устала женщина от постоянной грязи, которую приходится ей убирать, и отношения соседей. Конечно. А сколько это можно? Вот видите, что это? Сегодня с работы приехала. Туалет теперь не закрывается, с открытой дверью ходить. Вот это все с корнями вырвали, вот это вот куда годится. И опять же все выбили, а я сегодня на работе была. Я приехала, я офигела вообще, что здесь происходит. Здесь бухали. Я только под вечер выпила. Но это уже никуда не годится. Надоели, говорит, и постоянные измены сожителя. Непристойные предложения соседкам делал прямо при ней. При этом, рассказывает, живет он у нее и последний месяц за ее счет. Какая нормальная баба это выдержит? Все эти эмоции вложила в удар ножом под лопатку сожителя. Скорую и полицию вызвала соседка напротив. С ней, рассказывает женщина, ее сожитель проводил много времени. Когда она работала, с ней выпивал. Она же его жалела и просила полицию забрать нападавшую как можно быстрее. Тань, иди, одевайся, иди. Нет, она зачем своего мужчину бьет? Раскаиваюсь. Рану врачи осмотрели и оказали мужчине помощь на месте. Госпитализация ему не понадобилась. Сдалась? Руки распускал. Принес руки распускать. В пятницу уже мне нос разбил, вызвал на себя в полицию. Заявление на свою сожительницу он писать не стал, но женщину все равно доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Уголовное дело в подобных случаях могут возбудить и без заявления по факту самого ранения. Но во многом это зависит от тяжести нанесенных травм. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Подозреваемого в убийстве 26-летнего мужчины в Челнах нашли и избрали ему меру пресечения. Напомним, 12 апреля сотрудники Горзеленхоза Автограда обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Подозрения в убийстве пали на 48-летнего знакомого погибшего. Его задержали через 4 дня. По версии следствия, 10 апреля подозреваемый договорился о встрече с потерпевшим в промзоне города. В момент общения он попросил в долг денежные средства, поскольку ранее слышал, что мужчина продал старый автомобиль и собирался приобрести новый. Однако потерпевший ответил отказом. В результате по дороге домой между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему спутнику несколько ножевых ранений, в результате которых тот скончался на месте. После этого он отрезал у него палец и похитил мобильный телефон. Пальцем на следующий день мужчина разблокировал мобильный телефон убитого. От его имени написал сообщение коллегам, что не придет на работу. А затем снял с карты погибшего 37 тысяч рублей. Все, что там было. Свою вину мужчина признал. Суд арестовал подозреваемого до 12 июня. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.